Доброе утро, Республика! Все, кто встречает этот новый день вместе с нами, с телеканалом НВК Саха, мы открываем новую неделю новым днем. На часах в студии 7 часов утра и небольшое количество секунд. Сегодня у нас на календаре 7 октября, день недели понедельник. В истории этот день весьма интересен тем, что сегодня отмечается День Конституции. День Конституции Советского Союза, которая была принята в 1977 году. В 1991 году уже праздник не отмечался, но многие помнят этот праздник с теплотой и добротой. Кроме этого, в 1806 году в Англии была запатентована, все, надеюсь, помнят, что такое копировальная бумага. Так вот, почти 200 лет назад она появилась впервые на свет и активно стала использоваться в машинописи. По народному календарю сегодня день Феклы-Заревницы. С Феклы дни быстро убывают, а ночи прибывают и начинают темнеть. В старину верили, что в этот день все, что завяжешь, не развязать, будь то счастье или свадьбы играли в этот день чаще, потому что свадьба была доброй, крепкой, которую невозможно было разрушить. Ночи убывают, соответственно, становится холоднее, зима скоро вступит окончательно в свои права. Как она вступает на территорию Якутии, узнаем из прогноза погоды. Сегодня, по данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в центральных улусах утром -4, -6, днем +3, +1, в Заречье -3, -7 утром, днем +3, +2, на юге -2, -3, днем +2, +5, в Вилюйских улусах -1, -2 утром, днем +1, +4, в Нижнеленских -4, -6, днем +1, +2, на западе республики и утром, и днем будет положительная температура. Утром +2, +1, днем +2, +4. В Колымо-Индигирских улусах -2, -7, утром, днем +2, -2. В Янских улусах -5, -7, утром, днем -1, -5. А на северо-западе республики -3, -9, днем +1, -2. В Якутске в 6 утра температура воздуха была -4 градуса, атмосферное давление 750 мм ртутного столба, ветер восточный 3,8 метров в секунду. Днем ожидается уходящая положительная температура +2, +4 градуса. Теперь настало время передать слово информационной службе нашего канала «Новости». В эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Развитие нефтегазовых проектов в Арктике остается нерентабельным и требует льгот и дополнительных мер стимулирования. Об этом заявил глава Минэнерго России Александр Новак. По его мнению, причина заключается в действующем налоговом режиме и текущих ценах на нефть. Глава ведомства подчеркнул, что для более интенсивного развития Арктики необходимо создать систему налогообложения, которая бы выровняла доходность реализации проектов в Арктике по сравнению с проектами в Западной Сибири либо в других регионах. Все дорожные вокзалы отремонтировали в Крыму. Кроме того, обновили пассажирские здания на станциях. В Симферополе предстоят работы по реставрации вокзальной башни, элементы которой ранее стали разрушаться. К слову, Симферопольскому вокзалу вернули исторический облик после капитального ремонта. Он пострадал во время землетрясения 1927 года и был разрушен в ходе героической обороны города. Сейчас там продолжаются работы, связанные с транспортной безопасностью, устанавливается пожарная сигнализация. Проходная способность вокзала 7 тысяч пассажиров в сутки, его площадь 40 тысяч квадратных метров. Вокзал уже готов к приему пассажиров поездов дальнего следования. Переходим к региональным новостям. Дом научной коллаборации открылся в СВФУ. Это центр по реализации дополнительных общеобразовательных программ по приоритетным направлениям науки и образования, геноинженерии, биотехнологии и машинному обучению. В рамках этой площадки реализуют 4 образовательных проекта: детский университет, Малая академия наук, урок технологий и педагог компетенций 21 века. Здесь будут проходить курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Дом
Дом научной коллаборации имеет несколько функциональных зон. Первая функциональная зона – коворкинг-центр. Здесь дети занимаются командной работой, коллективной работой. Да. Имеется лекторий на 25 мест, шахматная зона имеется. Да. И, конечно, в деятельности Дома научной коллаборации будут использованы лаборатории, музеи, аудитории Северо-Восточного федерального университета. Отгремела волнительная абитура, прошли этапы поступления в вузы, и теперь бывшие школьники могут официально именовать себя студентами. Радостное событие для первокурсников якутян накануне состоялось в Москве. Праздник прошел в здании постоянного представительства республики. В актовом зале собрались ребята из московских вузов, первокурсники из Щепкинского театрального училища в ГИКа РАНХИСа. В режиме телемоста к празднику также присоединились и студенты из Петербурга. Ребята поделились впечатлениями о первом месяце учебы, познакомились друг с другом и рассказали о своих планах. Всех собравшихся приветствовал постоянный представитель Якутии Андрей Федотов. Он отметил важность образования и студенчества. Также постпред ответил на актуальные вопросы первокурсников. Вишенкой на торте стал мастер-класс по йоге смеха и выступление якутского танцевального ансамбля. Город вообще классный, много всего происходит. Но в ГИК это считается вообще как центр кинематографии в России. Вот. Поэтому я выбрала именно его. А почему операторская? Потому что я с детства люблю снимать и с детства в руках с камерой. С класса 8-9 уже планировала поступать в центровузы и выбрала Москву. В Москве больше шансов реализоваться и помочь, допустим, республике. Бриллиантовый цирк Якутии отметил свой 25-летний юбилей проведением 6-го международного фестиваля «Мамонтенок». В этом году в Якутск приехали 80 участников из Армении, Вьетнама, Израиля, Казахстана и других стран. Накануне прошел юбилейный вечер. Его гостями стали не только участники из других стран и городов, но и те лица, которые стояли у истоков создания самого северного цирка в стране. Напомню, якутский цирк берет свое начало с 1994 года. Обучим. Знаете, что это делается? Лев Ключ. Спустя 30 лет, Сергей, нам надо туда. Винокурова Петра Александровича. То, что 25 лет сегодня исполнилось бриллиантовому цирку, это огромная радость для всего мирового циркового сообщества, а особенно для российского циркового сообщества, потому что мы понимаем, что дальневосточный регион, он немного обижен, он далеко и обижен вот этими стационарными цирками. И приехать сюда очень сложно и накладно, можно даже сказать, и автомобильным транспортом в основном и так далее. Вот поэтому появление этого цирка, да еще в северном регионе, это была огромная победа для всего российского циркового искусства. К этой минуте у меня вся информация. Не переключайтесь. Доброе утро, мы продолжаем наш эфир и поговорим сейчас немного о здоровье. Кстати, тему здоровья мы продолжим и чуть позже. К нам придут представители Роспотребнадзора, мы поговорим о вакцинации. А пока вот такая полезная информация. Бешеный ритм нашей жизни современного человека не может не отражаться на здоровье. Человек из последних сил старается все успеть, не спит ночами, днями и получает результат. Снижается иммунитет, начинаются частые заболевания. Как же этого избежать? Давайте сохраним для себя самые простые рекомендации. Прежде всего, нужно придерживаться режима дня. Стараться просыпаться и ложиться в одно и то же время, полноценно высыпаться, вести активный образ жизни, побольше ходить пешком, пить много чистой воды и питаться полезными продуктами. Обязательно включить надо в рацион фрукты, овощи, а также орехи, ведь они богаты полезными веществами. И самое главное, нужно мыслить позитивно, ведь недаром говорят, что все идет от головы. Таким образом, правильно спланированный режим дня с учетом возраста, физиологических и психических особенностей человека является основой для сохранения здоровья и главной составной частью здорового образа жизни. А мы продолжаем. Сейчас полезная информация для тех, кто ищет работу, вакансии на сегодняшний день, которые предлагает Центр занятости населения города Якутска. Внимание на экран.
Требуется фельдшер со среднеспециальным медицинским образованием по специальности лечебное дело, сестринское дело, стаж работы по специальности не менее 1 года, действующий сертификат по лечебному делу и сестринскому делу, зарплата от 30 тысяч рублей. Кстати, фельдшер требуется в учреждении, не в медорганизацию. Ведущий специалист первой категории, ведущий специалист пресс-службы требуется в организацию с начальным профессиональным, средним профессиональным или высшим образованием, специальность рекламы и связь с общественностью. Чтобы был уверенным пользователем ПК, достойная зарплата от 44 тысяч рублей. Дизайнер компьютерной графики. Требуется дизайнер уровней, квота для инвалидов, наличие портфолио, богатый игровой, опыт в жанре матч 3, способность создавать интересные азартные уровни и игровые ситуации, знание формы Google таблиц, аналитический склад ума, внимательность к деталям, зарплата от 35 тысяч рублей. Новость, которая многих обрадовала, это льготная ипотека на Дальнем Востоке для молодых семей, которая будет составлять всего лишь 2%. Достаточно рекордно низкая ставка, такого еще не было, и президент России объявил это на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, который в сентябре. Уже разработан механизм, так кто же может воспользоваться такими отличными условиями. Согласен запустить в регионе специальную ипотечную программу, по которой молодые семьи смогут брать кредит на покупку квартиры или дома в дальневосточных регионах всего под 2% годовых. В ходе своего выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума президент Российской Федерации Владимир Путин анонсировал старт программы ипотечного кредитования на Дальнем Востоке. Льготный ипотечный кредит при ставке под 2% банки начнут выдавать молодым семьям региона уже в ближайшее время. Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики на днях опубликовало условия, при которых молодые семьи, в том числе неполные, смогут стать участниками ипотеки под 2%. Как следует из презентации, на сайте министерства получить такую ипотеку могут молодые семьи, в которых супругам еще не исполнилось 36 лет. При этом у них может еще не быть детей, но они должны состоять в браке не менее 1 года. Отмечается, что хотя бы у одного из супругов должна быть прописка по месту жительства в одном из регионов Дальнего Востока. Ипотечную ссуду по льготной ставке семьи смогут взять только на покупку нового жилья или строительство индивидуального жилья на дальневосточном гектаре. При этом программа будет действовать лишь в течение 5 лет и распространяться только на Дальневосточный федеральный округ. Получить ипотеку можно будет в одном из банков-участников, список которых пока еще формируется. Постановление правительства Российской Федерации, которое будет регулировать выдачу ипотеки под 2%, сейчас находится в Министерстве финансов России на доработке. Вспомните свои школьные годы. Да даже сейчас, как мы говорили, да что мне это математика, история, физика, география и огромное количество тех предметов, которые мы изучали в процессе обучения в школе. Думали, что это нам в жизни никогда не понадобится. Так вот, специалисты Фонда общественного мнения провели социальный опрос. И что выявили? Теперь, чтобы, допустим, посчитать людям зарплаты, те же самые, посчитать сдачу в магазине, оказывается, знания по математике нужны. И, кстати, большинство россиян в жизни очень пригодились школьные уроки, те, которые им давали по литературе, по той же самой, или по географии, особенно когда они путешествуют. Вывод-то один. В школе надо было учиться и познавать все эти знания, потому что в жизни они в любом случае пригодятся. Наша постоянная рубрика «Школьная». Сколько спутников у Солнца? 1. Навалом. 7. 7, по-моему. Солнца нет же спутников, это же звезда. Нет. У Солнца нет спутников, там все планеты вроде. Когда произошел распад СССР? Распад 1900, где-то, не знаю. О, 90-х годах. Точнее? Точнее я не могу сказать. В 1991 году, получается? В 91-м, 1900, да. 1991. 91.
формулу скорости. Не скажу. Вот это я не помню. Масса умноженная на ускорение. Расстояние на время разделить. V равно расстояние делить на время. Расстояние, деленное на время. Да? Кто написал картину «Мона Лиза»? Мане? Нет. Честно, не помню. Да Винчи, да? Ой, Леонардо. Леонардо да Винчи. Леонардо да Винчи? Какая река является самой длинной в России? В России? Да. Енисей? Так, вот тут могу ошибиться. Волга, наверное. Енисей? Нет. Волга. Наверное, наша. Лена. Да. Лена. Да Лена, наверное. Река Лена. Самый маленький улус нашей республики. Не знаю. А вы Леонардо? Устьянский какой-нибудь или Меган Кангаловский. Сколько будет 11 умножить на 11? 222. 121. 121, по-моему. 121. 121. Вы знаете самый большой улус нашей республики? Ковейский. Верхнеулюйский? Наверное, северный какой-то, а на Барский или Соской. Алекинский. А мы продолжаем наш эфир. Как вы готовитесь к зиме? Ну, многие готовятся по-разному. Кто-то, допустим, свою машину там в гараж запрячет, кто-то, возможно, уборки какие-то проводит на даче и так далее. А вот закручивать овощи делали? Конечно же, большинство из нас этим до сих пор занимается и готовит запасы, чтобы витамины как можно больше возможность было потреблять именно в зимнее время. Как это делать в нашем следующем сюжете. Осень – традиционное время заготовки солений и варений. У каждой опытной хозяйки есть своя проверенная рецептура. Для заготовки на зиму подойдут местные овощи, не тепличные безвкусные, а грунтовые максимально дешевые в сезон. А насколько готовы хозяюшки к зиме? Ну, у нас есть дача. На даче я сажаю почти все. Дети, внуки помогают. Ну и соленья, маринады, это, конечно, каждая хозяйка готовится к зиме. Пока с внуками сижу и в это время успеваю замариновать. Там кабачки мариную, обычный, вот как это тещин язык, огурцы, помидоры. Ну так вот потихоньку, помаленьку. Но пока в процессе, я еще не закончила. Ну, например, мы делаем салат из капусты, с морковки. И, ну, еще творог тебе. Ну, квашеную вот капусту делаем. Ну, на творог. Свекольный тоже салат делаем. Делаю закрутки, консервирую огурцы, салаты всякие. Зимой хорошо это естся свое. А у вас фирменный такой рецепт есть, да? Ну, простой, может быть. Совсем простой. Кабачки режу, помидоры, лук, тушу, стакан сахара обязательно на 2 килограмма. Кабачков чем слаще, тем вкуснее, соль. И в конце варки уксус. И в стерилизованные банки закатываю, и все. Это называется лечо, да? Лечо, а только морковку туда не надо, перец сладкий еще. На килограмм кабачков 6 перцев, 6 помидор, 6 луковиц. Стакан сахара, 2 столовые ложки соли. Как все семьи, мы заготавливаем продукты, конечно, на зиму. Готовим из наших огородных там овощей, да, кабачки, помидоры, огурцы засаливаем, грибы, варенье. Ну, все как у всех.
А в этом году как вообще огород? Насколько плоды дал? Ну, в этом году у нас, да, хорошо. Лучше, чем в прошлом году. В этом году у нас и парниковые овощи все хорошо росли, и картошка удалась. Ну и в лесу мы в этом году достаточно хорошо и ягод набрали, землянику, бруснику. Брусника нормально, да, в этом году? Ну, в Чурапче нормально, да. Я из Чурапчи сама, я не из города. В Чурапче брусника нормально уродилась. Ну, готовимся к зиме. Вещи теплые готовим. А засолка, маринад? Ну да, скоро вот капусту будем солить. У вас фирменная, допустим, есть фирменный рецепт? Да нет, ничего такого особенного. Все классическое, традиционное. И еще помимо капусты что обычно делаете? Вот грибы посолила, помидоры, огурцы. А грибы где собираете? На Маганском тракте. Ничего? Нормально, много было, вообще полно грибов. Соление и консервацию желательно хранить в сухих и прохладных местах с постоянной температурой в помещении, не превышающей плюс 10, плюс 18 градусов. Для таких целей хорошо подойдет подвал или погреб под домом. В квартире консервацию можно хранить в холодной кладовой комнате. Наталья Колесова, Илья Жараев. Новый день. Вот такая полезная информация. Мы продолжаем наш эфир. Хочется напомнить телефон в нашей студии для ваших WhatsApp-сообщений. Это 8 914 279 22 62. Отправляйте свои новости, какие-то позитивные события в вашей жизни. Вот как, например, пришло к нам поздравление с днем рождения любимой невестки Леночки. Ей желают крепкого здоровья, семейного счастья, удачи во всем. Поздравляют ее родня из Таты. Мы тоже присоединяемся к поздравлениям. Леночке желаем всего самого доброго и отличного. Хорошо, что встречаете этот день вместе с нами. А у нас в студии гость, представитель Государственного казенного учреждения Республики Саха-Якутия Центр закупок, начальник отдела осуществления этих закупок, Поскочина Надежда. Доброе утро, Надежда. И пришли вы к нам поделиться радостной новостью. У вас завершилась только на днях весьма интересная конференция, связанная с закупками. Что это была за конференция и когда она проходила? Да, доброе утро, Иван. У нас 3-4 октября в городе Якутске прошла вторая республиканская конференция «Закупки Якутии. Основные изменения в сфере законодательства о контрактной системе». Организаторами данной конференции выступили Государственное казенное учреждение «Центр закупок», Министерство финансов, Северо-Восточный федеральный университет имени Максима Кировича Амосова при поддержке Федеральной электронной торговой площадки РТС «Тендер». Программа конференции включала более 10 выступлений разных ведущих российских экспертов в сфере государственных закупок, такие как Толстобоков Олег Николаевич, Абрамова Наталья Алексеевна, Дорошенко Татьяна Геннадьевна и Гурин Олег Юрьевич. Всего в работе конференции приняло участие более 350 участников. Это федеральные заказчики, региональные заказчики, муниципальные заказчики. Также были поставщики разных сегментов нашего рынка. Приглашенными участниками выступали Департамент города Москва по конкурентной политике, Торгово-промышленная палата Республики Саха-Якутия и 5 больших федеральных электронных торговых площадок, таких как Россельторг, РТС, Сбербанк, АСТ, НЭП и ОТС. А для чего вообще проводятся такого рода конференции? Кого они объединяют в данном случае? Вообще система государственных закупок развивается и совершенствуется. 2019 год вообще ознаменован масштабным реформированием системы государственных закупок, направленных на увеличение количества участников, повышение эффективности работы заказчиков и, конечно же, улучшение качества закупаемых нашими заказчиками товаров, работ и услуг. В 2019 году было принято ряд изменений, глобальных масштабных изменений, которые вступили в силу с 1 мая и будут вступать в силу поэтапно вплоть до апреля месяца 2020 года. Вот какие, допустим, это были новые правила? Укоротились сроки внесения изменений в планы графики,
С следующего года у нас вместо двух планируемых планов закупок, плана графика будет только план закупок. Также при выполнении работ по строительству, реконструкции, унифицированы, то есть при опубликовании проектно-сметной документации участникам подается только согласие. Это намного облегчает, конечно, жизнь наших потенциальных участников. А вот вообще, принято у нас обычно закупки ругать постоянно, да, там критикуют, что вот, они там не меняются и так далее. А вот эта конференция, может быть, какие-то принесла в рамках обсуждения предложения по усовершенствованию этих форм работы? Может быть, вот что-то уже на законодательном уровне сейчас поменяется еще для того, чтобы упростить работу между заказчиком, поставщиками, подрядчиками? Да, сейчас вот активно законодателем обсуждается упрощение жизни заказчика и участника, в том числе сейчас вот обсуждается унифицированная подача заявок участниками закупок первой части заявки, также подача электронной жалобы в Федеральную антимонопольную службу на действие и бездействие заказчика, либо комиссии закупочных. Вот кто может стать участником закупки? Вот, допустим, юрлицо или физлицо может быть спокойно? Участником закупок в силу статьи 3 44 Федерального закона может быть любое юридическое лицо вне зависимости от организационно-правовой формы, формы собственности, также физическое лицо со статусом индивидуального предпринимателя и без него. А вот самозанятые граждане сейчас могут по новому закону или нет? Могут. Могут? Могут, да. Могут выступить, так как любое физическое лицо, даже без образования индивидуального предпринимателя. Также хочу отметить, что участником не может выступать организатор торгов, заказчик, также его работники и офшорные компании. Допустим, предположим, да, я вот зарегистрировался, стал участником закупки, а вот дальнейший ход моих действий, что мне надо? На площадку пойти, к вам пойти, куда-то подать? Я бы посоветовала сначала вообще ознакомиться с системой, контрактной системой, начиная от законодательства, потом получить электронную цифровую подпись, пройти на электронных торговых площадках аккредитацию, также открыть расчетный счет для обеспечения заявки, так как у нас с 1 января 2019 года все аукционы проводятся только в электронной форме. Также посоветую назначить ответственное лицо внутри предприятия, чтобы непосредственно один человек занимался поиском той или иной интересующей поставщика аукциона и, конечно же, в целом изучить систему торгов в общем. Спасибо большое. Я хочу напомнить, что у нас в студиях была Паскачина Надежда, она начальник отдела осуществления закупок Центра закупок Республики Саха-Якутия. И говорили мы о последних изменениях в закупочной деятельности и о прошедшей буквально на днях большой конференции закупки Якутии. На этом мы с вами не прощаемся. Короткая реклама, и далее мы продолжим говорить о вакцинации против гриппа. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами. Центр традиционной китайской медицины Пекина «Хуата». Дипломированные врачи, диагностика заболеваний, моксотерапия, гуаша, банки, все виды лечебного массажа, иглорефлексотерапия, электропунктура, арикопунктура. Якутск, улица Винокурова, 97. Телефон 26 00 91. Уважаемые жители и гости столицы, агентство «Саха-Концерт» открывает свой 25-й концертный сезон и рад пригласить вас на юбилейное мероприятие. 11 октября в ЦСП «Триумф» концерт блистательного, непревзойденного солиста легендарной группы Modern Talking Томаса Андерса. 12 октября в Доме дружбы Кулаковского самый известный иллюзионист страны Александр Муратаев выступит со своим легендарным шоу «Секрет». 12 октября в Государственном театре оперы и балета весь свет якутской эстрады на самом масштабном открытии юбилейного концертного сезона агентства «Саха-Концерт». Агентство «Саха-Концерт». 25 лет. Первый. Лучший.
СКА Мебель. Осенний ценопад до 40%. Кухни, диваны, мебель для офиса, детских садов и школ можно оформить в рассрочку или кредит. Ждем вас по адресу 50 лет Советской Армии 30. Телефон 700 590. Премиальные меха. Новая эксклюзивная коллекция шуб в меховых салонах «Торнадо». Скидки на новинки. «Торнадо» – все лучшее для вас. Еба Бусирге. Андойты. Аняла. Ананның кинеха. Барабыт мақтала. Бусирге дөрөппүт. Бұл күні көрдөрпүт. Бихеха иебит. Күн тәңе кехебит. Алтынне 19 күнігер. Опера онна балет театрга. Ие мичәрә концертный программага иңрабыт. Күнді иелер бит. Күнді тапталлах әбәлер бит. Чәген болун. Жаулах болун. Бастыбыт, арыстыбыт, тапты. Доброе утро, мы продолжаем наш эфир. Наступил новый эпидемический сезон, связанный с гриппом и ОРВИ. С начала сентября стартовала уже прививочная кампания, и по данным управления Роспотребнадзора на сегодня привито уже 260 тысяч человек. Вот как раз мы поговорим сейчас с представителем Роспотребнадзора, Будоцеринова Любовь Владимировна, начальник отдела, как раз специализирующийся по данному направлению. Доброе утро, Любовь Владимировна. Доброе утро. Что можете сказать в плане вакцинации? Как сейчас идет активно эта кампания и с какими трудностями, возможно, мы сталкиваемся? Ну, как никогда в этом году в республику вакцина поступила очень рано, ну, в августе, да, и поэтому до всех мест практически она, в общем, тоже поступила в достаточно короткие сроки. Мы понимаем, что у нас республика большая, транспортная схема сложная, в общем-то, тут некоторые сложности были. Но, тем не менее, мы сейчас прививаемся достаточно хорошо, охватываем где-то примерно 80-60 тысяч еженедельно. Темпы такие достаточно хорошие. Но возникла проблема с отказами прививок среди организованного детства. Причем достаточно высокие проценты среди городских школ получается. Для того, чтобы мы понимаем, что почему-то такая есть, существует такое мнение, что после прививки гриппа как бы ребенок заболевает там. И порой не только ребенок, еще и думают, что взрослые болеют. Да. Но вот мы на сайте управления как бы размещаем такие ролики, чтобы люди поняли разницу между клиникой простого ОРВИ и гриппа. И вот то, что они говорят, там, скажем, вот он там зачихал, у него там температура 37 и так далее, это не грипп. Просто после вакцинации гриппом, когда вводится инактивированная вакцина, это не живой вирус, как бы, да, заболевание априори как бы не может развиваться. И, понятно, организм начинает реагировать. Да. Реагировать он может небольшим поднятием температуры, какой-то местной реакцией, но вот прямо такой тяжелой формы гриппа, как вот говорят, прямо ой-ой-ой, слег, это не от вакцины. Потому что мы сейчас понимаем, что эпидсезон поднялся. Помимо вируса гриппа циркулируют другие вирусы, не гриппозной этиологии. И вирус гриппа обычно возникает вот у нас на территории где-то ближе к Новому году, так скажем, да, где-то вот в последние недели календарного года и первые там 4, 5, 6, 7 недель уже Нового года. В настоящее время активно циркулирует парагрипп. Но название само за себя говорит, да, что очень клиника такая тоже достаточно тяжелая и похожа на это гриппоподобное такое заболевание. Но это не грипп. И вообще, где можно проконсультироваться по вопросам вакцинации гриппа? Только ли в Роспотребнадзоре или еще специализированное учреждение есть? В принципе, любое медицинское учреждение, любой врач должен дать достаточно объективную, хорошую консультацию и оценить ваше здоровье и ваши показания к проведению прививок. Мы понимаем, что в национальном календаре, который на сегодняшний момент работает на территории Российской Федерации, именно включены те группы, которые подвержены наибольшему риску развития осложнений против гриппа. И поэтому там и дети все, студенты, преподаватели, медицинские работники, которые, как говорится, на острие клинка, да, борьбы с гриппом, работники транспорта, обслуживающие сферы, продавцы и в то же время еще люди с хронической патологией. Кто контактирует в первую очередь с населением, у кого есть риски? Да, кто контактирует и те, у кого состояние здоровья как бы уже риск.
Особенно это вот у кого проблемы сердечно-сосудистой системы, эндокрин, да, люди пожилого возраста. Еще такая категория, как пациенты социальных учреждений, потому что мы там понимаем, что контакт там достаточно высокий, а там все люди тоже со ослабленным А вот здоровьем. насколько эта вакцина действует и когда ее необходимо лучше всего поставить? Сейчас сентябрь уже прошел, многие думали, да, не соглашались, сейчас уже наступил октябрь. По-моему, кампания заканчивается в ноябре, 1 ноября. Но вот самые оптимальные сроки это вот сентябрь, октябрь, ноябрь, потому что в этот период у нас как бы заболеваемость респираторными вирусными инфекциями пока еще держится на таких, ниже эпидемического порога, который рассчитывается для каждой недели. И, соответственно, в этот момент не циркулирует вирус гриппа, и поэтому самый оптимальный период, когда можно проводить прививки. Тем более, что после введения вакцины иммунитет возникает там на 2-3 неделю, и вот как раз к Новому году вы будете защищены, чтобы защитить себя вот во время праздников таким. Сколько она действует? Действует она в течение года, ну, максимально где-то получается до начала лета. Поэтому вот как раз вот весь эпидемический сезон она закрывает. Почему ее делают ежегодно? Потому что у нас вирусы гриппа мутируют. И каждый год у нас в вакцину включаются какие-то новые штаммы, ну вот, перспективных, тех, которые мы считаем, что они будут циркулировать. Это тем более такая всемирная программа, ну, ВОЗовская, которая вот определяет актуальные штаммы. И в течение лета нарабатывается вот эта новая вакцина, и вот она к сезону бывает готова. Поэтому если вы привились в прошлый эпидсезон, это не значит, что вы будете защищены в этом. Во-первых, снизится иммунитет, а во-вторых, будут неактуальные штаммы. Давайте предположим такую ситуацию, что тот же самый ребенок или работник непосредственно работает на предприятии частной формы собственности, и там работодатель не организовал вот такую плановую вакцинопрофилактику. Как быть тогда такому человеку и его ребенку? Ну, в принципе, все прививки проводятся по месту жительства бесплатно. Ну, вот тем категориям, которые включены в национальный календарь. Поэтому, если вы не смогли привиться по месту работы, учебы, воспитания, то вы просто можете прийти в поликлинику к своему педиатру или терапевту и получить прививку. А вообще хватит ли ее на всех желающих? Конечно. У нас вакцины хватает на 51% населения. Ну, знаете, желающих бывает несколько меньше, если еще усиленно не пропагандировать и не привлекать. А вообще, вот какой процент населения должен быть провакцинирован, чтобы все-таки риск возникновения гриппа, эпидемии гриппа на территории республики был минимален? Ну, для нас сейчас индикативный показатель 50%. Население должно быть охвачено прививками. А вообще в группах риска, вот тех, которых я говорила, там дети, пациенты, врачи там, и так далее, не меньше 75%. Вот эти те группы, которые, точнее процент, когда мы можем говорить об эффективности этой прививки среди этой когорты. Вообще, вот если взять историю немножечко, да, вообще профилактики гриппа, вот насколько эффективна была вакцина против глобальных эпидемий, она спасала целые там группы населения? Вы знаете, если вот вдаться в историю, мы помним 2009 год, когда у нас был пандемический грипп, да, мы тогда с вакциной не угадали, этого вируса не было. И вот осенью, когда вроде все привились, она оказалась неэффективной, у нас заболеваемость там вообще достигла максимальных высот, как говорится. Дополнительно была выпущена вакцина, и мы в марте, феврале прививали и достигли успехов. Спасибо большое, Любовь Владимировна, что подошли к нам в студию. Хочется пожелать, чтобы количество не заболевших гриппов было большое, и чтобы количество провакцинировавших и предупредивших это заболевание тоже совпадало с количеством незаболевших. Хочется пожелать удачи, ну и, наверное, всем здоровья. Да? Да, всем здоровья. И приходите прививаться. Спасибо большое. Ну а мы продолжаем. Мы продолжаем говорить о национальных проектах, связанных с образованием, с наукой. У нас сегодня в студии гости. Это Присяжный Михаил Юрьевич, первый заместитель министра образования и науки Республики Саха-Якутия. Доброе утро. И Никифорова Параскева Георгиевна, директор Дома научной коллаборации имени Соломона. Доброе утро. Доброе утро. Поговорим мы сегодня в целом, как реализуется национальный проект «Наука» на территории республики. Наверное, Михаил Юрьевич, первый вопрос к вам, как представителю власти. Какие есть мероприятия и целевые индикаторы по достижению их на территории нашей республики? Да, ну, спасибо, Иван Петрович, за приглашение. Действительно, национальный проект «Наука» он особый. И всего 12 нацпроектов. И, конечно, национальный проект «Наука» он выделяется тем, что он носит надотраслевой характер. То есть понятно, что в его деятельности, в его результатах нуждаются все остальные отрасли. Ну, в самом национальном проекте есть 3 крупных блока. Это выстраивание научно-производственной кооперации. И вот не так давно в информационном поле, ну, все отмечали это, жители Российской Федерации, мира,
Это, конечно же, создание указом Илдархана, это научно-образовательного центра развития Арктики и субарктики «Север» из этого блока. Второй крупный проект, который у нас реализуется в рамках национального проекта «Наука», но по нему мероприятия, они только формируются, в основном с 2020 года начинается в целом в рамках Российской Федерации реализация. Это выстраивание передовой инфраструктуры науки, это ориентация на установки «Мегасайнс», это по типу, вот как у нас есть ШАЛ, у Института космических исследований, то это исследование мирового уровня, которое направлено на очень узкие научные результаты, которые могут впоследствии вылиться, в том числе и в Нобелевскую премию. Ну и третий блок, что очень важно, это, конечно же, подготовка кадров. Собственно, почему вот сегодня и Прасковья Георгиевна здесь присутствует, потому что национальный проект «Наука», он один из немногих проектов, и всего 3. Национальный проект «Наука», «Образование и здравоохранение», в которых конкретно прописаны отдельные федеральные проекты, направленные на подготовку кадров. Вот вы сказали как раз-таки, что наука — это надотраслевой определенный нацпроект, но концентрируемся ли мы по каким-то определенным направлениям, которые присущи непосредственно якутской науке? Или же мы все-таки пытаемся объять в целом все отрасли? Ну, у нас, конечно, мы концентрируемся на том, что необходимо нашей республике. Это прежде всего то, что касается строительства в условиях вечной мерзлоты, эксплуатация зданий, сооружений в условиях вечной мерзлоты. Это геологоразведка месторождений полезных ископаемых и в целом того, что у нас есть изучение. И, конечно, это бережливое природопользование, то есть вопросы, касающиеся использования, рекультивации того, что происходит. Ну и вот в рамках, например, крупного блока первого, который я упомянул, научно-образовательного центра, нам, конечно, приходится ориентироваться и на общие интересы. То есть это общие интересы сферы образования, это общие интересы сферы науки и наших природопользователей. Вот как раз, да, вы предвосхитили вот вопрос, связанный с НОТС, да, который объединил крупнейшие научные учреждения республики. Все-таки цель его основная создание для того, чтобы как можно усилить объединение в те академические науки для достижения, я так понимаю, вот... Ну да, на самом деле это кооперация 3 звеньев. То есть это академическая наука, которая имеет результаты, имеет лаборатории, имеет компетенции в виде исследователей, которые много лет этим занимаются. Это вузы, прежде всего, конечно, федеральные университеты, другие вузы другого профиля, которые здесь работают, а которые тоже согласились войти в состав НОТСа. Ну и это, конечно, реальный сектор экономики, предприятия, которые в этом участвуют. Ну и, кстати говоря, вот в прошлый, когда вот у нас совсем недавно в Якутске прошел Северный форум по устойчивому развитию, мы этим воспользовались, мы услышали мнение представителей субъектов Российской Федерации Северо-Востока. То есть Камчатка, Чукотка, Магадан, они снова воочию подтвердили, что они хотят быть частью нашего НОТСа. Ну вот как раз вы говорили о подготовке кадров, но кадры надо взращивать. Я так понимаю, что Дом научной коллаборации, он, собственно говоря, на это и направлен, чтобы молодое поколение уже прививалось как-то к науке. Что это такое все-таки? Вот ДНК, кстати, оригинальное название, для чего он был создан. И вчера буквально открытие состоялось, я вас поздравляю. Спасибо. Дом научной коллаборации, да, коллаборация, слово означает сотрудничество, да, и Дом научной коллаборации должен стать местом сотрудничества школьников, учителей и высшего учебного заведения. Дом научной коллаборации будет реализовывать программы дополнительного образования, да, по приоритетным направлениям с использованием современных технологий и методов обучения. Каковы приоритетные направления? Да, это биотехнология, это генная инженерия, машинное обучение. И действительно мы, как вот Михаил Юрьевич сказал, должны выращивать людей, детей, которые могли бы заниматься научной деятельностью в будущем, серьезной наукой, чтобы занимались в будущем. То есть, я так понимаю, на базе СФО появилось еще дополнительное образование для детей какого возраста? Когда можно? Да, охватываем детей с 5 класса по 11 классы. Да. Есть несколько образовательных проектов. С 5 по 9 классы у нас реализуется проект «Детский университет». Для старших классов, 10-11 классы, это малая академия. Эти проекты направлены на возраст, на раннюю профориентацию, да, и будут реализованы программы по приоритетным направлениям. А вот если я хочу, чтобы мой ребенок занимался в Доме научной коллаборации, что мне для этого нужно? То есть какой-то отбор будет? Или вы пока принимаете всех желающих? Дом научной коллаборации будет работать на общих основаниях, да, то есть отбора не проводится.
Дом научной коллаборации должен формировать, способствовать формировать современные компетенции. А современные компетенции должны быть доступны каждому ребенку. Поэтому отбора Дом научной коллаборации проводить не будет. Ну вот сейчас, допустим, что необходимо сделать? Прийти где-то заявление написать? Да. Дом научной коллаборации находится в корпусе факультетов естественных наук по адресу Кулаковского, 48, 3-й этаж. Мы находимся в оранжерее. Можно подойти каждый день с 9 до 5 и подать свое заявление. Ну вот по тем направлениям, которые вы озвучили, да, Да. вот естественного направления. И, может быть, что-то с собой надо взять, там, свидетельство о рождении. Да, документы надо с собой брать. Родители берут паспорт, дети свидетельство о рождении, и уже на месте все оформляется. Спасибо большое, что вы подошли к нам в студию. Хочется пожелать нашему проекту национальному «Наука» на территории республики бурного развития с учетом тех созданий новых образовательных центров, новых методов работы с нашей молодежью, чтобы те целевые индикаторы, которые были, мы достигли. Я напомню, что у нас в студии был Присяжный Михаил Ильич, первый заместитель министра образования и науки республики, и Никифорова Прасковья Георгиевна, директор Дома научной коллаборации имени Соломонова. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу. Оставайтесь вместе с нами, и далее мы продолжим. Центр традиционной китайской медицины Пекина «Хуата». Дипломированные врачи, диагностика заболеваний, моксотерапия, гуаша, банки, все виды лечебного массажа, иглорефлексотерапия, электропунктура, арикопунктура. Якутск, улица Винокурова, 97. Телефон 26 00 91. Уважаемые жители и гости столицы, агентство «Саха-концерт» открывает свой 25-й концертный сезон и рад пригласить вас на юбилейные мероприятия. 11 октября в ЦСП «Триумф» концерт блистательного, непревзойденного солиста легендарной группы Modern Talking Томаса Андерса. 12 октября в Доме дружбы Кулаковского самый известный иллюзионист страны Александр Муратаев выступит со своим легендарным шоу «Секрет». 12 октября в Государственном театре оперы и балета весь свет якутской эстрады на самом масштабном открытии юбилейного концертного сезона агентства «Саха-концерт». Агентство «Саха-концерт». 25 лет. Первый, лучший. В СКА «Мебель» осенний ценопад до 40%. Кухни, диваны, мебель для офиса, детских садов и школ можно оформить в рассрочку или кредит. Ждем вас по адресу 50 лет Советской армии, 30. Телефон 700 590. Премиальные меха. Новая эксклюзивная коллекция шуб в меховых салонах «Торнадо». Скидки на новинки. «Торнадо» – все лучшее для вас. Иеба бусирге. Андайды, айнала. Ананның кинеха. Барабыт мақтала. Бұл сирге төрөппүт. Бұл күні көрдөрпүт. Бихеха иебит. Күн тәңе кехебит. Алтынне 19 күнігер. Опера онна балет театрга. Ие мечере концертный программаға ыңырабыт. Күнді иелер бит. Күнді тапталлах әбәлер бит. Чәген болун. Жаулах болун. Бастыбыт, арыстыбыт, тапты. Доброе утро, рады всех приветствовать. Новый день, канал НВК Саха. Мы продолжаем работать для вас в прямом эфире. 8 914 279 22 62. Это телефон нашей студии. Отправляйте ваши WhatsApp-сообщения. А пока хочу передать слово информационной службе нашего канала «Новости». В эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Развитие нефтегазовых проектов в Арктике остается нерентабельным и требует льгот и дополнительных мер стимулирования. Об этом заявил глава Минэнерго России Александр Новак. По его мнению, причина заключается в действующем налоговом режиме и текущих ценах на нефть. Глава ведомства подчеркнул, что для более интенсивного развития Арктики необходимо создать систему налогообложения, которая бы выровняла доходность реализации проектов в Арктике по сравнению с проектами в Западной Сибири либо в других регионах. В
Все дорожные вокзалы отремонтировали в Крыму. Кроме того, обновили пассажирские здания на станциях. В Симферополе предстоят работы по реставрации вокзальной башни, элементы которой ранее стали разрушаться. К слову, Симферопольскому вокзалу вернули исторический облик после капитального ремонта. Он пострадал во время землетрясения 1927 года и был разрушен в ходе героической обороны города. Сейчас там продолжаются работы, связанные с транспортной безопасностью, устанавливается пожарная сигнализация. Проходная способность вокзала 7 тысяч пассажиров в сутки, его площадь 40 тысяч квадратных метров. Вокзал уже готов к приему пассажиров поездов дальнего следования. Переходим к региональным новостям. Дом научной коллаборации открылся в СВФУ. Это центр по реализации дополнительных общеобразовательных программ по приоритетным направлениям науки и образования, геноинженерии, биотехнологии и машинному обучению. В рамках этой площадки реализуют 4 образовательных проекта: детский университет, Малая академия наук, урок технологий и педагог компетенций 21 века. Здесь будут проходить курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Дом научной коллаборации имеет несколько функциональных зон. Первая функциональная зона – коворкинг-центр. Здесь дети занимаются командной работой, коллективной работой. Да. Имеется лекторий на 25 мест, шахматная зона имеется. Да. И, конечно, в деятельности Дома научной коллаборации будут использованы лаборатории, музеи, аудитории Северо-Восточного федерального университета. Отгремела волнительная абитура, прошли этапы поступления в вузы, и теперь бывшие школьники могут официально именовать себя студентами. Радостное событие для первокурсников якутян накануне состоялось в Москве. Праздник прошел в здании постоянного представительства республики. В актовом зале собрались ребята из московских вузов, первокурсники из Щепкинского театрального училища, ВГИКа РАНХИСа. В режиме телемоста к празднику также присоединились и студенты из Петербурга. Ребята поделились впечатлениями о первом месяце учебы, познакомились друг с другом и рассказали о своих планах. Всех собравшихся приветствовал постоянный представитель Якутии Андрей Федотов. Он отметил важность образования и студенчества. Также постпред ответил на актуальные вопросы первокурсников. Вишенкой на торте стал мастер-класс по йоге смеха и выступление якутского танцевального ансамбля. Город вообще классный, много всего происходит. Но в ГИК это считается вообще как центр кинематографии в России. Вот. Поэтому я выбрала именно его. А почему операторская? Потому что я с детства люблю снимать и с детства в руках с камерой. С класса 8-9 уже планировала поступать в центровузы и выбрала Москву. В Москве больше шансов реализоваться и помочь, допустим, республике. Бриллиантовый цирк Якутии отметил свой 25-летний юбилей проведением 6-го международного фестиваля «Мамонтенок». В этом году в Якутск приехали 80 участников из Армении, Вьетнама, Израиля, Казахстана и других стран. Накануне прошел юбилейный вечер. Его гостями стали не только участники из других стран и городов, но и те лица, которые стояли у истоков создания самого северного цирка в стране. Напомню, якутский цирк берет свое начало с 1994 года. Обучим. Знаете, что это делается? Лев, спустя 30 лет, серьезно, нам надо туда. Петра Александровича. То, что 25 лет сегодня исполнилось бриллиантовому цирку, это огромная радость для всего мирового циркового сообщества, а особенно для российского циркового сообщества, потому что мы понимаем, что дальневосточный регион, он немного обижен, он далеко и обижен вот этими стационарными цирками. И приехать сюда очень сложно и накладно, можно даже сказать, и автомобильным транспортом в основном и так далее. Вот поэтому появление этого цирка, да еще в северном регионе, это была огромная победа для всего российского циркового искусства. К этой минуте у меня вся информация. Не переключайтесь.
Спасибо коллегам за оперативные новости, а мы продолжаем. В этом году исполняется 25 лет Ассамблеи народов Республики Саха-Якутия. Это общественное движение, которое создано было раньше даже Ассамблеи народов России. Поговорим мы о этом знаменательном дне с гостем нашей студии. Это Яна Викторовна Игнатьева, заместитель председателя общественного движения Ассамблеи народов Республики Саха-Якутия и директор Дома дружбы народов имени Алексея Алексеевича Кулаковского. Доброе утро, Яна Викторовна. Доброе утро. Как создавалась Ассамблея народов Республики, если вот так немножечко в историю? Ну, история такова, это был 94-й год. Указом первого президента Республики Михаила Ефимовича Николаева было создано общественное движение Ассамблея народа. Сегодня Ассамблея народов Республики Саха-Якутия имеет 14 филиалов подразделений в улусах и саморайонах республики и работает в укреплении межнационального согласия, чтобы в нашей республике было мир и согласие между народами. Но в год консолидации республики у нас много знаменательных дат в этом году. Мы отмечаем с 1 по 4 ноября 25-летие Ассамблеи народов Республики Саха-Якутия и открываем 40-й творческий сезон Дома дружбы народов имени Алексея Алексеевича Кулаковского. Вот, кстати, по мероприятиям, что планируется в рамках юбилейной даты? Ну, планируется много мероприятий. В апреле был самоиздан указ главы Республики Саха-Якутия о 25-летии Ассамблеи народов Республики, самосоздан оргкомитет, самоутверждены организационно-технические мероприятия. И с 1 по 4 ноября у нас начинается все мероприятия, приуроченные к Ассамблее народа. 1 ноября будет по республике проходить этнографический диктант. 2 у нас состоится большой межрегиональный форум «Единение народа к процветанию России». Туда приедут к нам наши коллеги из 10 регионов Российской Федерации, эксперты из города Москвы, из города Хабаровска и других регионов. И, конечно, усиленно готовится наше национальное культурное объединение. Будет проходить традиционный смотр, конкурс «Краса», межнациональный этнокраса будет проходить. И, конечно, приедет очень большая выставка. Это экспонаты творческой лаборатории «Народный стиль», где будет 47 костюмов национальностей народов Российской Федерации из города Владимира, как лучшая практика в межнациональном отношении. Но готовим прямой эфир 2 ноября НВК Саха, телемарафон готовим и, конечно, ждем наших гостей. Ну вот гостей, кто приедет на межрегиональный форум единства? Кого ожидаем? Приедет эксперты, значит, из Ассамблеи народов России приедут, из города Москвы тоже приедут эксперты, которые работают в национальных вопросах. Из города Хабаровска приедут Ассамблея народов Хабаровского края. Из Бурятии приедут, из Челябинска приедут. В общем, приедут наши коллеги, которые вместе с нами уже самодержат и творческую связь, но с которыми мы самоработаем. А что готовит Дом дружбы народа в ближайшие месяцы? Дом дружбы готовится к открытию 40-го творческого сезона. Мы готовим очень большой праздничный концерт, готовим. Конечно, будут и у нас и публикации будут, и выставки и ждем, конечно, своих НКО, которые будут в интерактиве, значит, готовить свои мастер-классы, будут показывать свои кухни, свои достижения будут показывать. И, конечно, мы
про сюрприз не буду говорить, но у нас готовится, значит, большой сюрприз, который будет демонстрироваться у нас на экране Дома дружбы народов имени Кулаковского. Спасибо большое, Яна Викторовна, что подошли к нам сегодня в студию. Хочется поздравить с юбилейной датой, с 25-летием Ассамблеи народов Республики, пожелать всем национально-культурным объединениям, Дому дружбы народов творческих успехов в деле согласия и единения народов. И в рамках года консолидации, я думаю, это важнейшая задача на сегодняшний день. На этом у меня все. Мы с вами прощаемся, но через короткую рекламную паузу мои коллеги продолжат эфир нового дня. Пока-пока.